На очереди четвертый бой, поединок, который закрывает андеркарт, легкая весовая категория. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Йорбек Турдиев по прозвищу Тарзан. Двигаемся дальше и ждем появления Тарзана Йорбека Турдиева. Вот он, 23-летний боец из Узбекистана, представляющий клуб Амир Темур. Йорбек – чемпион Узбекистана по рукопашному бою и ММА. По профи в ММА Турдиев провел пока только 2 боя, оба прошли этим летом. Сперва он на турнире R3 Fighting Championship проиграл решение Мойбеку Джураеву, а потом уже через месяц, в августе, Тарзан выиграл удушающим приемом сзади у Батырбека Канатбека на World Air Match Federation 109. Таким образом, 1 победа, 1 поражение. Что касается техники, то она довольно размашистая, а при этом Йорбек все-таки больше любит работать именно на руках. Молодой, амбициозный боец. Последняя проверка. И последнее наставление перед боем. Сегодня очень серьезный соперник у Турдиева в лице Вартана Геворгяна. В красный угол октагона приглашается его соперник, представляющий Туркменистан, Вартан Геворгян. Итак, приглашается Вартан Геворгян. Вот он на наших экранах, 98-го года рождения. Ему всего 23. Тренируется он в клубе «Львиное сердце» и также представляет клуб «Велес», Москва. 175 сантиметров, 70 килограммов. Чемпион Москвы по вольной борьбе среди студентов. В ММА его профессиональный рекорд – 1 победа и ни одного поражения. Свой единственный на данный момент бой провел в июле 2020 года на турнире «Колизей ММА», где победил единогласным решением судей Алтанбека Камильчона Уулу. При этом продемонстрировал хорошие навыки вольной борьбы, перевел соперника в партер, контролировал там, наносил удары сверху, пытался выйти на опасные позиции, но там, конечно, Алтанбек Камильчон неплохо защищался. При этом контроль, тем не менее, у Вартана Геворгяна есть, и я думаю, что в этом бою он также будет пытаться переводить в партер и работать в граунд-энд-паунде. Очень может быть, и вышел Вартан с флагами 2 стран, Туркменистана и Армении. И также мне известно, что клуб «Велес», по-моему, базируется в Донецке все-таки. А в Москве, естественно, в известнейшем зале «Львиное сердце» занимается Вартан Геворгян. Со спарринг-партнерами никаких проблем там точно нет. Да и вообще, там очень много бойцов из небольших весовых категорий. То есть от 70 килограммов как раз и ниже. Боец в синем углу, ему 23 года, рост 170 сантиметров, вес 70,1 килограмма, родом из Узбекистана, представляет клуб Амир Темур, чемпион Узбекистана по рукопашному бою и ММА. Его профессиональный рекорд – 1 бой, 1 победа. Йорбек Тарзан Турдиев. Его соперник боец в красном углу, ему 23 года, рост 1 метр 75 сантиметров, вес 70,3 килограмма, представляет Туркменистан, клубы «Львиное сердце» и «Велес» Москва, победитель московских турниров по борьбе. Его профессиональный рекорд – 1 бой, 1 победа. Вартан Геворгян. Рефери в октагоне Георгий Бегадзе.
Итак, все готово к началу. Смотрим. Ербек Турдиев против Вартана Геворгяна. Два молодых амбициозных спортсмена, обоим по 23 года. У обоих по одному поединку за плечами. И на данный момент они непобежденные спортсмены. Какие-то проблемы с амуницией, с шортами у Вартана Геворгяна. Все тщательно проверил рефери Георгий Бригадзе. Одного возраста спортсмены. Так, смотрим. Вартан в красном углу, в синем Йорбек. Чуть повыше Геворгян. И сразу же пытается пройти в одну ногу Геворгян. Как ты, Давид, и предполагал, действительно пытается навязать борьбу, забирает спину. Но пока неплохо защищается Турдиев у сетки, не дает себя перевести. Однако бойцы все же оказываются на настиле. Докручивает прием Геворгян. Забирает спину тут же. И хороший контроль, посмотрите, там уже замок сделал, пока все без ударов. При этом пытается провести сразу же удушающий прием, но рука еще не там, где нужно. Нанес один удар сверху Вартан. Олег Бессонов, главный судья соревнований, внимательно наблюдает за тем, что происходит в клетке. А вот здесь уже пошел удушающий И прием. растянул хорошо соперника. Сейчас Вартан Геворгян. Подбородком себе, кажется, помогает Йорбек, пока не сдается. Наносит тут несколько ударов. Еще раз пытается докрутить этот прием. Так, нет, здесь под подбородок руку не вставил Вартан. Не получается пока. Будет еще одна попытка и, скорее всего, постарается побить еще Вартан Геворгян. Да, вот так сверху просто наносить удары. На самом деле это будет весьма действенно. Такой очень уверенный бэкмаунт. Все контролирует Вартан Геворгян. И, конечно, в тяжелейшем положении оказался Йорбек уже на первых секундах этой встречи. Но пока удушающий не получается. Что ж, может быть, сейчас изменит тактику Вартана и сделает ставку на победу техническим нокаутом. Пытается опять растянуть. Вставляет ноги. Но продолжается у нас борьба и грузит всем корпусом. Есть возможность узла плеча. Пока не получается. 2 минуты позади. Плотная борьба продолжается. Пытается сбросить Турдиев соперника с себя. И вот это сейчас удается. Получилось. Наконец-то оказывается Турдиев сверху. Посмотрим, на что он здесь гораст. Да, сможет ли он реваншироваться? Гард закрыт. Много сил, конечно, Геворгян потратил на то, чтобы задушить соперника. Но не получилось. 2,5 минуты еще работать. Да, возможно, немного закислился Вартан. И выбрасывает удар. Здесь уже Йорбек. Неплохо атакует. Высоко ногами начинает работать Геворгян. И тем не менее, с контролем пока, с большим трудом, но справляется Турдиев. Необходимо подработать таз под себя, для того, чтобы эта борьба продолжалась. И пытается это сделать. Хорошо плечом левым отрабатывает Тарзан. Ну и вот локоть включает Вартан. Сверху наносит удар по корпусу. Но лишь на обозначение. Пока подняться у него не получается. Да, такая битва за пятую точку, за положение пятой точки сейчас идет. Просто Постукивают. уселся у сетки Вартан. Да, постукивают друг по другу здесь соперники. И вот поднимается все-таки Геворгян. Прихватывает сверху. Ну что ж, разорвется у нас дистанцию. Колено по корпусу жестко оставляет Вартан. Хороший получился удар. Разворачивает Йорбек соперника. И вновь вкладывает в корпус. Заводит ногу. Пытается ее подсечь. Всего минута. Остается в первом раунде. Локоть включает Геворгян. Ну что ж, по статистике уверенно ведет Вартан Геворгян. Все-таки в той борьбе, которую он взял в самом начале, он успел много выбросить ударов. Преимущественно в голову.
но не успел задушить. Наносит несколько тяжелых ударов сейчас Геворгян. Сверху в этом положении пытается огрызаться. Да, и не стал локти подключать. Еще одна попытка провести бросок. Очень цепко работает Йорбек, понимая, что именно в борьбе стоит ему искать свое счастье. Ну что ж, похоже, у нас будет второй раунд. Ну а сейчас перерыв. Да, мы видим, что Турдиев не уступает Геворгяну в позиционной борьбе, хотя он первую половину проиграл, но сумел наверстать упущенное именно в контроле. Хотя мы видим, что по количеству точных попаданий Геворгян ведет. 21 попадание против 4. Восстанавливаются бойцы, ну а мы пока посмотрим повторы. В самом начале казалось, что очень хороший плотный захват взял Вартан Геворгян, но все-таки Йорбек молодец. Грамотно, в том числе и подбородком себе помог, подработал, не позволил себя задушить. И тем не менее раунд он, скорее всего, проиграл. Впереди еще 10 минут. И очень интересно, будет ли форсаж на первых секундах этого раунда. Итак, поединок возобновляется. Это второй раунд. И с левой руки сейчас попадает Турдиев весьма плотно. И Вартан по печени еще засадил один. Мидл кик. Дистанция здесь лоу по внешней стороне бедра. Как будто устал Турдиев. Посмотрите на язык тела. Да, болтает немного бойца из Узбекистана. Боковой удар. Попытался Вартан донести. Еще один. Да, здесь Бросается уже вперед. ведет просто. И вот видим, колено в голову, чисто. Спасается сейчас в попытке перевести в партер своего оппонента Турдиев. И получается. Вот это да, просто как за спасительную соломинку сейчас держится Йорбек Турдиев. Удалось ему каким-то образом все-таки перевести. Сейчас просто восстанавливается Тарзан. И очень важно Геворгяну хорошо завязаться, чтобы рефери как можно быстрее вмешался и поднял бойцов в стойку. Потому что вот в таком темпе атаки продолжать, конечно, можно, но их недостаточно для того, чтобы вот все так и продолжалось. Да, вмешивается Георгий Бригадзе. Поднимает бойцов, но, скорее всего, Турдиев снова попытается перевести, потому что он понимает, что там его единственный шанс. И вот мы видим, как он бросается в ноги, но Вартан оказался к этому готов. Тем более мы понимаем, что борьба, она весьма энергозатратна. И, конечно, вот в этих бросках Турдиев тратит огромное количество сил. Хороший локоть. И причем в первом раунде была похожая ситуация, но тогда локти не подключал Вартан Геворгян. Берет замок и сейчас постарается выйти из этой борьбы Вартан. Да, это получается. Более того, сейчас и к удушающему может приступить, если правильно ноги закинет. Пытается это сделать. Идет дальше. Будет боковой контроль. И так хорошо. Можно и через руку попробовать задушить. Можно взять на распятие, отключить руку. Но практически нет сил просто у Йорбека Турдиева. Еще одна попытка. И в голову полетели удары. Наносит несколько ударов Вартан Геворгян. Да, можно бить. Времени полно. Экватор боя. Вот тут сейчас тяжело придется Турдиеву, если он не выберется. Бой будет остановлен. Все удары без ответа, рефери вмешивается. Все, Вартан Геворгян одерживает победу во втором раунде техническим нокаутом. Уверенная победа представителя клуба «Львиное сердце».
Мог все закончить и в первой пятиминутке, но не получилось. Но там еще силы были у Турдиева сопротивляться. Но мы видим, что функционально не совсем был хорошо Турдиев готов вот так бороться и оставлять силы в борьбе, что и повлияло в итоге на исход этого поединка. Приводят в чувство сейчас Ербека Турдиева. Я думаю, что все будет в порядке. Похоже, там довольно серьезное кровотечение из носа. На 47-й секунде второй минуты второго раунда свою вторую победу техническим нокаутом одержал боец красного угла Вартан Геворгян. Поздравляем Вартана Геворгяна со второй победой в карьере. Ну а рекорд Тарзана из Узбекистана становится отрицательным. Одна победа при 2 поражениях. И традиционно повторы. Занимательная, интересная борьба была в этом поединке. И вот здесь был шанс у Ербека, наверное, единственный вообще за всю встречу. Но во втором все закончилось.